Как работать в команде, развить лидерские способности и взаимодействовать с нуждающимся. На тренинге участникам объясняют все тонкости волонтерской деятельности. И здесь же на месте эксперты просят добровольцев сформировать свою команду и презентовать себя. Это поможет улучшить ораторский навык ребят. Первая группа гордо именует себя бешеными добровольцами. В первую очередь для сплоченной команды нужно выбрать лидера. Лидер должен обладать некими такими качествами, как организованность, иметь план. Он должен уметь убеждать людей, он должен находить компромиссы. Этот человек должен урегулировать любой конфликт, который находится у него в команде. В Добро-школе делают упор на то, чтобы научить участников грамотно взаимодействовать с командой проекта и благополучателями. Поэтому здесь разбирают самые частые ошибки и ситуации, которые могут помешать работе волонтеров. Будет такое, что лидер команды, он знает, что его идея, она хорошая, но тот человек, который рядом с ним, он не знал, куда ему вступить. И вот он пришел в эту команду, он не знает, какие у него цели, задачи. Может, у кого-то аллергия на кошек может быть, и кто-то создал организацию по защите кошек. И что он там делает? У него конфликт на конфликте может быть. Поэтому вторым заданием для ребят стало разрешить вымышленную ситуацию разлада в группе. Лиана Накостхоева считает, что в этом случае ответственен лидер движения. Он должен задать направление работы и определить конечную цель. Девушка 5 лет занималась волонтерством за пределами Ингушетии, поэтому обучение дается ей легко. Искала, куда же мне все-таки вклиниться, потому что мне настолько понравилось заниматься этим. Я чувствовала себя очень полезным человеком для общества. Не понимаю людей, которые говорят, что это очень скучно, что это слишком много времени. Я готова после занятий пойти, там, поработать. На каждых субботниках я бываю. Это на самом деле очень круто, это очень полезно, и ты получаешь какие-то новые знания. Здесь собрались те, кто только присоединился к волонтерскому движению, либо собирается это сделать. Адам Ярыжев – один из тех, кто давно в добровольчестве. Был даже награжден главой республики как лучший волонтер. Узнал о проекте благодаря знакомым и друзьям. Каждый тренинг – это новые знания в любом случае и новые знакомства. И дополнительно еще много чего узнаешь, как думают другие волонтеры, что им не хватает и так далее и тому подобное. И основываясь на этом, мы работаем в своих организациях, именно исправляем такие ошибки именно в своих организациях. Отзывчивость и способность прийти на помощь тем, кто в беде. За последние несколько лет добровольческое движение показали, как они необходимы обществу. Волонтеры шили и раздавали медицинские маски, развозили препараты во время пандемии, сдавали кровь и собирали подарки малоимущим детям. Волонтерство – это как бы неотъемлемая часть молодежной политики. То есть каждый молодой человек, я думаю, обязан пройти через волонтерскую деятельность, потому что теорию, которую они получают в школе, образовательных учреждениях, в общем возьмем, они получают теорию, а волонтерство, оно дает как бы практику, изучает практику. Реализует проект «Добро-школа» в Ингушетии впервые. Обучать будущих волонтеров эксперты будут раз в неделю и так до декабря этого года. После обучения ресурсный центр добровольчества ожидает в республике свыше 1000 волонтеров. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.